Оборвался. Хорошо, я вам назову вопрос, который я хочу с товарищем Сергеенко обсудить. И вы мне тогда сообщите, соответственно, что в приеме отказано, и он обсуждать не Я хочет. записываю. Закон касается законодательства. Он ведь председатель Палаты представителей. Вот. Ну, я вас пытался узнать. Вот, например, законы, связанные с предложениями в отношении законодательства обсуждать готовы, вы не знаете, да? Хорошо. Значит, смотрите, у нас в стране разрешено мужеложество детей с 16 лет. И у нас в стране по сей день нету никакого закона, который бы запрещал пропаганду и, соответственно, позитивную иллюстрацию, которая равносильна пропаганде, да, нейтральная или позитивная иллюстрация гомосексуализма. Например, такие законы существуют в 8 штатах США, даже тех самых развращенных США, но это, собственно, разные государства. Ожидайте. Вот. Да. Да. Я сейчас перезвоню. Сейчас по городу. State по-английски это государство. И там внутренняя политика совершенно различная. В частности, одним из этих 8 штатов является родной штат Трампа, Техас, где живет 30 давайте мы миллионов перейдем к человек. нашей Беларуси. Что? Давайте к Беларуси перейдем. Вот я говорю, у нас нету закона, который бы запрещал позитивную или нейтральную иллюстрацию гомосексуализма, запрещал бы пропаганду гомосексуализма хотя бы несовершеннолетним. Вот. В свое время, а именно 5 лет назад, 9 марта 2020 года было обнародовано на пресс-конференции, было собрано 52 тысячи. На какой пресс-конференции? Где она была? Была пресс-конференция организована, где точно вам не скажу, инициаторами народной инициативы. Вот, если вы мне оставите координаты, пошлю вам все точные данные, ссылки. Где это проходило? Проходило в городе Минске. Вот, было собрано под коллективными письмами на имя главы государства 52 тысячи подписей с предложением запретить пропаганду гомосексуализма. А кто ее пропагандирует? И поднять возраст согласия на мужеложество до 18 лет. И пытались подать в администрацию президента. Администрация президента сказала, что это надо подать в Совмин. И, как я уже отметил, Совмин не является органом, который отвечает на обращения граждан. Так оно и было похоронено. Вот. Значит, я хочу вот этот вопрос законодательства, видите как? Я вам сказал... Вы мне скажите, отвечу вопросом на вопрос, вы мне скажите, какие вопросы готовы обсуждать, товарищ Сергеенко. Вы говорите, нет, вы назовите вопрос. Я вам называю вопрос, а вы мне сразу вопросом на вопрос, а кто ее пропагандирует, да? Пропагандирует нет, так а кто у нас пропагандирует в художественных выступлениях, кто? например, Дим Димыча, различные милые, позитивные реминисценции на гомосексуальные отношения и всякие тому подобные вещи. Боже мой, дайте мне ваш с другой стороны, дайте мне ваш номер телефона. С другой стороны, подождите, вы задали вопрос. С другой стороны, поскольку нету четких установлений закона, да, то, например, одна из организаций волонтерских, скажем, значит, проводила много лет лекции в школах, да, по укреплению семейных... Ну, послушайте, ну это когда было? Когда это было? Это на сегодняшний день этого не происходит. Я рассказывал про наш год. Это я знаю, это такой прием, как бы очень надежный сам. Нет, это не прием, понимаете? Дело в том, что мы говорим о том, что есть на сегодняшний день. На сегодняшний день. Кто сегодня пропагандирует гомосексуализм? Я вам описываю ситуацию на сегодняшний день. Отсутствует законодательство, которое бы давало четкие дефиниции запрета пропаганды гомосексуализма. Но никто и не разрешает. Никто не разрешает. Все, что не запрещено, разрешено. Это принцип любого правового государства. Вот.
Значит, я вам Хорошо, дайте описывал, мне ваш номер телефона, потому что я поняла, законодательством я вам мужеложество поднять описывал до на 18, сегодняшний день запрет пропаганды. ситуацию. Я вам на сегодняшний Вы мне день скажите, описывал пожалуйста, ваш ситуацию. номер телефона. На сегодняшний день я знаю, что никакой пропаганды Я гомосексуализма вам сейчас нету. описываю ситуацию. Организация, которая Это проводила частный лекции случай. по укреплению семейных ценностей, да, Когда это было? в этом году. Какая Вот. организация? Сейчас, в эти дни, события проходят в эти дни. Ей сейчас запрещено. И более того, кто-то из родителей пожаловался в прокуратуру, и прокуратура, значит, начала беседы с этой организацией, ввиду того, что там, скажем, на одном из стендов, да, там, значит, называется «Два пути», так? Вот путь семьи, путь света и путь тьмы, путь мрака, путь извращений, всего того, что с Запада сюда несется. Так? И кто-то из родителей, который, конечно, придерживается, значит, взглядов либерастических, ему не нравится, что такие лекции проводят в школе, сфотографировали, дергнули, значит, с одного из стендов, было написано «гей окей», послали в прокуратуру, а прокуратура начала, соответственно, уже преследование этой организации, и Ну, так что здесь немедленно ей плохого? полный запрет, значит, выступать с лекциями в школе, потому что, а вот написано «гей окей», значит это. А суть того, да, суть, что речь идет наоборот Скажите о тогда мне, профилактике. так вы мне Потому что от скажите имени тогда, государства кто не пропагандирует проводится гомосексуализм? никакой профилактической работы, лекция о вреде социально-медицинском, социально-духовном, Дайте который мне свой номер гомосексуализм телефона. наносит обществу. Дайте мне свой номер телефона. Значит, ответ от товарища Сергеенко, пожалуйста, по телефону 8033 66 37 422. Вот. И момент того, что мужеложество с 16 лет разрешено однозначно. И поэтому, например, было, вы любите когда? Да никогда, вот может оно сейчас, а еще будут через 15 лет вспоминать. А я вам рассказываю то, что было, значит, да, в прошлом десятилетии, так, Ой, вы известное знаете, что я дело не могу это слушать, потому Давидовича, что пришли когда уже ко мне тренеры, люди, спортивные поэтому, тренеры да, опустили тысячи, все, хорошо, мальчиков в секциях, да. вот, и Игорь Львович, всего вам хорошего, я вам позвоню. Все, все до они были свидания. старше 16 Я лет, поняла, младше да, все были 18. совращены. Да, хорошо. Все, я перезвоню вам. До свидания. Спасибо. Да, значит, Простите, прежде всего, то есть прием не состоится, да? да, ну, вместе с тем вам Слушаю вас. рекомендовано по данным вопросам обратиться в профильные комиссии в тот период, когда данные проекты закона будут находиться в Палате представителей. Они не находятся, речь шла о полном сегодняшний отсутствии соответствующего законодательства. На сегодняшний день в Палате представителей их нету. На следующий год подписан указ. В том указе тоже их нету. Поэтому, ну, надо ждать подходящего периода. Но если вы не хотите ждать, то можете сами выступить с законодательной инициативой. Вот, поэтому в профильную комиссию, пожалуйста, обращайтесь, если есть у вас такая необходимость. Всего хорошего вам. До свидания. Пишите, будем думать о встрече. Владимир Анатольевич, давайте мы сейчас разберемся, где мы находимся в плане приема. Значит, я написал в Совмин просьбу о приеме у товарища Рыженкова. Угу. До сих пор понятно. Следующий пункт. В связи с этой просьбой вы ко мне позвонили, я вам изложил то, что изложил. Это второй пункт. Третий пункт. Значит, третий пункт, теперь мы на этапе ответа по первому пункту. Во встрече мне отказано. Ну, пока что мы не видим в ней целесообразности. О, чудесно. Это тот, собственно, ответ, который я и просил получить сегодня. Я даже тогда вам сказал в ходе нашего разговора, что
я бы хотел получить сегодня к концу дня, но вот у вас уже есть ответ утром. Не, ответа у меня еще нету, я его пишу. Вот, а Нет. ответ, я думаю, будет к обеду Подождите, где-то. Владимир Может, Анатольевич, после обеда. Мы с вами давайте говорить об одних и тех же предметах. Мы с вами имели подробную беседу, да, подробную беседу. Вот, а мы обсудили много предметов. Но все они были в контексте предмета совсем иного, а именно моей просьбе о приеме. Да. И по этому предмету у вас уже имеется на начало нашей рабочей недели ответ, что Нет, у меня не имеется. Нет. У меня имеется только мнение вышестоящего начальства. Больше ничего пока не имеется. целесообразность встречи не усмотрена. Это пока что на уровне нашего управления. Ага. Не надо делать преждевременные выводы. Подождите, я не могу понять. Что с моей просьбой о приеме, который был в Совмине определен 17 декабря? Вот как только руководитель, скажем, замминистра подпишет ответ, так я могу вам сказать, что с вашей просьбой о приеме. Пока что ничего не могу сказать. А когда нам будет известно, что с просьбой о приеме? Я думаю, что либо к обеду, либо после обеда сегодня. Вот. Понятно. Но вы сказали, что пока что целесообразность встречи не усматривается. Мое руководство не усматривает. Ваше руководство не усматривает целесообразности приема меня, товарища Мырженкова. Да. Да. Но это еще ничего не значит. А сам товарищ Мырженков мою просьбу рассматривал? Это прошло, он это видел, да. Через него прошло, он дал поручение своему заместителю министра, а тот, соответственно, нам. Понятно. Соответственно, ваше руководство не усматривает вашего отдела целесообразность во встрече, и они, соответственно, изложат заместителю министра, и, соответственно... Пусть они решают, я не буду в это вмешиваться, у меня есть руководство. И, соответственно, товарищ Мырженков целесообразности встречи не усмотрит. Посмотрим, я говорю, что я не буду забегать вперед паровоза, как говорится. Так что, значит, те, кому он поручил разобраться, собственно говоря, он им поручает разобраться в вопросе целесообразности встречи. Вот. Не только изложить наше мнение по вашему вопросу. Вернее, по той проблеме, которую вы поднимаете. Вопрос, который, значит, я, собственно, задал сотрудникам приемной Совмина, да? И кто принимает решение о приеме у тех... Они нам написали это самое. Лицах, те лица, которые указаны в графике приема в Совмине, кто принимает решение о приеме там. Они сказали, что само это лицо и принимает решение о приеме. По крайней мере, так обстоит дело в администрации президента, да? Смотрите, они нам написали. До сведения самого должностного лица, которое придет в прием, именно само это должностное лицо принимает решение, считает он целесообразным прием или нет. Само должностное лицо, да? Кроме того, я входил к помощнику, спросил, есть ли вообще такая процедура, вот, были ли прецеденты, вот так я задал вопрос. Он сказал, что прецеденты были, но их было очень мало, там, может быть, 1-2 в год, не больше. Простите, Владимир Анатольевич, я только не понял, прецеденты чего? Вот так вот, чтобы министр принимал человека, который прислал письмо, понимаете? То есть то, что там написано, график приема в Совмине, членами Совмина, это, собственно говоря, своего рода фикция, да? Неправильно, вот я поэтому и ходил и спрашивал, никакая это не фикция, я же вам говорю, елки-палки, я ж только что сказал, никакая это не фикция.
Ну, 1 или 2 раза в год, да, то есть это... Ну, я не знаю. Он говорит, что были такие случаи, были. Да, ну, то есть крайне редко. То есть по факту как бы не Ну, бывает. редко, да, Не да. бывает такого, чтобы Обычно человек это пускай руководство определяет. своих, да, сотрудников своего же министерства или аппарата Совмина сотрудников. А Михаил Львович, что мы обсуждаем? Зачем нам обсуждать то, что нам, ну, допустим... Ведется прием? Да, ведется, вот график. Отлично. Ну, а по факту, как бы, на прием не принимают по этому графику. Я все понял, спасибо вам. Еще посмотрим, какое будет решение. Поэтому я забегать вперед не хочу. Понятно. Угу. Да. Хорошо, все.